Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в селе Нювчим. Здесь мы продолжаем строить дом-баню параметрами 6×8. Посмотрите, какая красота за моей спиной. Это дом-баня из профилированного бруса. Как видите, фундамент уже был сделан, обвязка сделана, стены возвели, перекрытие первого и второго этажа тоже сделано. И мы уже приступили к устройству кровли. Вот такой дом-баня у нас будет, вот такая красота. Уже фронтоны, да, смотрите, мы подняли. Сейчас приступаем к кровле. Дело идет, и это очень радует. Потому что самое сложное было поднять коробку из профилированного бруса, который немного ведет, который надо подгонять, у которого на самом деле замки в пазы вот эти не входят. Слегка геморройный материал. У нас много живности еще здесь тоже покажу. Очень интересное место. У нас к нам приходят друзья. Сейчас покажу. Вон песик гоняет коров или пасет коров. Смотрите, да, какая ситуация. Смотрите, пасет коров. Наверное. Сделаем ролик чуть-чуть разнообразнее. Вкуснее, да? А где малыш? Вон, малыш. Как где? Малыш, иди сюда, черненький. Ну, крапиву трогать не буду. Держи. Дружище, на. Да на, у меня вкуснее. Рогатый какой. Рожа какая. Да. В мире животных. Обратите внимание на стены. Это надо обратить внимание, я думаю. Посмотрите, вот как выглядят стены из профилированного бруса. Легкая ворсинка, я наблюдаю, есть. От усушки небольшие трещинки, вон маленькие, они есть. Пазы, конечно, в стыке брусьев, конечно, он усаживается. Небольшие пазы есть. Но брус еще усаживается. Причем если вот так снизу смотреть. Может снизу, поэтому они и видны. А так пазов не видно. Смотритесь, видите, пазов нет. Палец не засунешь. Плюс это еще дело сейчас крыши и массой дома придавит. Я думаю, никаких щелей не будет. Тоже, знаете, как дерево себя поведет, мы же это не контролируем. Крутанет его, не крутанет. Хотя он сухой весь пиломатериал. Что с ним должно быть-то? То есть мы его посадили вот изначально, то есть все в пазы. Видите, какая красота? Сидит он четко. Блин, геморройный материал. Не все пазы нормально укладываются, поэтому приходится философствовать. Где-то подрезать, где-то вышлифовывать. Вон, видите, какая красота. То есть все сидит четко. Красиво. Так, по брусу, получается, по стене легло все хорошо. Уложили, точнее, если правильно сказать, мы очень правильно уложили брус. Я вот так вот скажу, потому что он, блин, не идеальный. Замучились его подгонять. И что самое интересное, обычно при домокомплекте мы закладываем несколько брусьев с запасом, вагонажом.
Так получилось, что один брус какой-то пришел левый, а с другим вообще пазом, который сюда не уложить. Ну и вообще все впритык. То есть вообще материал вот как будто тютелька в тютельку. Вот что заказали, то и положили. То есть даже ничего не осталось. Вот там, если по фотографиям и по видео посмотрите, вообще в ноль все ушло. Нет, надо хотя бы маленький процент, но закладывать, конечно. Это большой риск так строить. Причем материал мы же заказываем, то есть он приходит, представляете. То есть если даже одного бруса не хватит, это же вся работа встанет. Заказываем издалека. Не местный, не сыктывкарский это брус, получше. Вот, ну это процесс усушки. Вот такие красивые стены. Можно шлифануть. Обязательно нужно шлифануть, я бы даже сказал. Обязательно нужно шлифануть это все, чтобы было красивее. Ну, смотрится красиво, согласитесь. Красота. Это счастье еще шлифануть и под лак, там лазурью подобрать красивый оттенок благородный, смотреться будет шикарно. Шикарно. Обратите внимание на лаги. Они сделаны из досок. Ну и посередине уложен джут. Джутовый ватин. Сразу тоже сухой материал применили, чтобы пол был сделан из сухого пиломатериала. Не надо тянуть с отделкой. Отделку мы тоже будем планировать в этом уже году. Делать полы, утеплять, чтобы быстрее заказчик мог заехать. Ну а что тянуть-то? То есть полы готовые к утеплению. Нам опять песик пришел. То есть полы готовы к утеплению, получается. Все замечательно. Стены тоже готовы. Косячка делается. Устанавливаются окна, двери. То есть вперед. Крыша у нас каркасного типа. То есть все тоже прекрасно. Замечательно все. То есть, вот эту первичную отделку черновую можно уже делать. И дом, данную баню можно в целом уже в ближайшие месяцы уже даже начинать эксплуатировать. Вполне реально, потому что пиломатериал здесь сухой. Да, будет такая технологическая усадка, потому что брус будет придавливаться. Усадка она будет происходить, чтобы более уплотняться. Будет все уплотняться. Но в целом дом можно уже заниматься. Смело. Теперь пойдемте на второй этаж. Покажу, как мы сделали второй этаж. Ну, уже и приступили к устройству кровли. Дорогие друзья, если вам необходимо песик, идите в другое место, кусайтесь. дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или баню, или сделать черновую отделку, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, все предоставим. Будем рады построить для вас дом вашей мечты. Приходите, с удовольствием построим для вас дом вашей мечты. Все, до встречи на консультации.